Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Наш первый сюжет такой событийный, посвящен выступлению одного известного артиста. Очень такой радостный, эмоциональный сюжет. Зёмы. Зёма. Да, земляк наш. Концерт Левана Горозии. В этот раз с Леваном выступали живые музыканты. Да, и вообще мне понравилось, что была такая живая атмосфера. Пел он тоже вживую, правильно? Искренне говорил: привет, родные, я очень рад вас всех видеть. Домой к себе приехал, вот так его 2 дня назад в Волгограде, мои родные. Все-таки L1 это звезда вот такого большого, огромного масштаба, ну вот в рамках нашей страны. И когда артист выходит и спрашивает: Сайсары здесь? Он действительно вот это... Это дорогого стоит. Спрашивал про школы, кто, все ли здесь. Ну, то есть сразу было видно, человек приехал к себе домой, человеку классно, человек отдался полностью. Все, поехали. Мы находимся на концерте L1, и судя по тому, что происходит за моей спиной, концерт проходит на ура. Ну что ж, меньше слов и больше действий. Поехали! Я к ней прикоснулся и снова проснулся. Я красивые глаза приводят в чувство. Живу как супергерой. Прыгай, прыгай, прыгай. Ее красивые глаза, моя суперсила, моя суперсила, моя суперсила. Судя по народу, сегодня собрались все школы города Якутска. Самая любимая песня у исполнителя L1. Бонни Клайд. Вдвоем мы можем летать, Якутск и Москва! Верни наши крови, настав пикник, что мы можем летать изо всех сил. Весь этот мир за нами бежит, ваши руки Якутск! Никто не остановит нас, пожелай нам удачи, мы покоряем Марс. Твоя любимая песня? Океан! Океан? Очень много народу. Самая классная песня какая? Самая любимая? Все! А какой Лана эта песня называется? Не знаю. Кому звонишь? Максу! Ну расскажите про концерт. Я вижу, вы какие-то все такие прям... Мой океан — это ты. Это я, что ли? Куда приводят мечты? Где бы я не был, ты знаешь, все танцуют ногтями, все танцуют ногтями.
Следующий наш сюжет посвящен детскому музыкальному хору «Эдельвейс». Это горный белый цветок, нежный, трепетный. И хор, который под этим же названием функционирует в музыкальном колледже. У меня не было хора в школе. Я ходил на пение. У нас было 3 человека. У нас в репертуаре было 3 песни. «Синий иней», «Девочка с севера» и еще какая-то песня. Все, мы учили нам «Синий». Лёг на провода. Хорошо, что в то время не было сотовых телефонов. Хорошо, что пацаны не видели. Причем нас было 3 пацана. Днем мы... Обычные пацаны, но вечером... В студенческие годы тоже ходила в музыкальный фольклорный ансамбль. «Русское устье» называлось оно. Ну, такие песни, конечно, были, типа «Порушка, пораня», Пчелочка золотая. «Пчелочка золотая». А что же ты жужжишь? Единственное, что у меня получалось лучше всех. Да-да-да. Ухать. У нас сегодня сводная репетиция с хором. Она и рабочая, и закрепляющая. К концерту готовились. 2 раза в неделю мы занимаемся по 1,5 часа. И по воскресеньям у нас сводный хор. Это мой любимый день, потому что я очень люблю, когда в воскресенье я могу свести наконец-то обе смены. В хоре петь очень сложно, потому что ты не только ответственность несешь за себя, ты несешь ответственность за весь коллектив. Никогда нельзя сказать, что я хорошо пою уже или я хорошо играю. Это бесконечный процесс. Надо всегда стремиться все выше и выше и быть более совершенным. Лейса. Взяли папку и подняли ее. Когда мне было 7 лет, меня привели сюда родители. Сначала пели только одноголосие, а затем уже в 2 голоса, потом в 3. Вот сейчас поем в 4 голоса, и очень сложные произведения. И акапельные, и сопровождением. На разных языках. На латыни, на якутском, на русском, на украинском, на английском. Самое сложное в хоре – это быть дисциплинированным, уметь слушать, стараться тоже привнести в музыку свои эмоции и свой собственный голос, свое собственное умение. Ребята, которые занимаются уже профессиональным пением, они понимают, что это очень сложно. Часовое пение профессиональное сравнивают с работой грузчика. Во время пения происходит очень капитальная работа внутренних органов. Человек устает. Мой голос – это мой инструмент, который я должна всегда развивать и который должен всегда быть у меня в форме, всегда быть готовым к тому, чтобы учить и петь что-то новое. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластивочка. Все. Наш хор – это особая дружественная атмосфера. Просто когда ты поешь произведения, которые тебе нравятся, вот эту потрясающую музыку, и ты постепенно, сам того не замечая, ты растешь. Слово сказать «нравится» – это вообще ничего не сказать. Я обожаю свою профессию и считаю себя очень счастливым человеком, потому что я на работу бегу, и очень мне нравится именно творческий процесс. Большая радость для меня, когда дети это видят и слышат. А наш 3-й сюжет посвящен девушке, которая играет на достаточно редком у нас музыкальном инструменте на арфе. Насколько я знаю, Наталья Саргадаева, она выбрала не только такой интересный музыкальный инструмент, она сама пишет
свои песни. С этим она тоже очень уникальна. Арфа недаром вообще считается таким инструментом, который издает божественные какие-то звуки, неземные, поскольку это так же, наверное, как и орган. Эти звуки поражали слушателей, поскольку они были совершенно чем-то доселе неслыханным. Обязательно должна играть девушка на арфе с такой, знаете, прической, как у греческой богини, такая в длинном платье, и такая выходить, и вся такая вот косы такие длинные, да, и такая прекрасная фея. И в это время где-нибудь в академическом театре просто мужик 60-летний, который уже 40 лет играет на арфе. Раз, два. Еще в 5 лет я знала, что я буду музыкантом, поэтому я пела в детстве много. Хотела быть певицей, играть на фортепиано. А когда в 12 лет узнала, что открылась школа, что ведется набор, то я с радостью согласилась. Есть такая легенда, что арфу придумал охотник, у которого был лук, там была натянута струна. Он добавил еще 2-3 струны и придумал этот инструмент. Основной инструмент оркестровый, главное украшение оркестра. В оркестре арфа, наверное, уже с 18 века. В современном виде, да, вот как сейчас арфа, он существует с 1805 года. Его изобрел фортепианный мастер Эрар, француз. И вот до сих пор он в таком же виде и существует. Можно сказать, это внутренность фортепиано. По звучанию отличается, конечно. Арфа – струнно-щипковый инструмент, принципиально как бы другой. Но играем мы и фортепианные произведения. У арфы же натуральный строй. То есть, если по-простому объяснить, на фортепиано белые клавиши, да, это вот струны, белые клавиши. А черные клавиши – диезы, бемоли, повышение, понижение звука – это мы играем ногами. Вот нажимаешь на педаль вниз, струна поднимается, естественно, звук становится выше. Больше я, наверное, люблю рок-музыку. Я вообще в детстве даже была фанаткой группы Нирвана, и до сих пор я слушаю. У меня была 2 года маленькая арфа кельтская, не мастеровая, но такая фабричная американская арфа. И я играла и пела сама французский шансон, попсовые песни, из R&B я вот пела даже песни Бейонс, романсы пела. С рок-составом и с гитарами, с электрогитарами я играла, и с минусовкой. Мне очень понравилось, но этого инструмента мне казалось мало, поэтому я сейчас в ожидании другого инструмента, по диапазону пошире. Так что мои эксперименты продолжаются. Всегда почему-то изображают арфу с ангелами, да, это что-то вот небесное, что-то такое легкое, что-то такое прозрачное, поэтичное. Для меня, как для девушки, как для женщины, более романтичный инструмент, более нежный, более красивый, мне кажется, искренний, более какой-то он естественный. Дорогие друзья, в нашем сообществе ВКонтакте Проб ТВ уже больше 3000 человек, поэтому заходите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и лайки, мы будем ждать. А вы смотрели телепрограмму «Бракеев». Всем пока! Всем пока! Let's live it up. I got my money. Let's spin it up.
make it. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.